Отлично. Жаргал Бадагаров, Улан-Удэ, сейчас Германия. Ну что, Жаргал, мы с вами давно знакомы, Да, поэтому уже 11 лет, да? практически да. В 2008 году мы впервые Это познакомились ага, на Ешкарл конференции ЮНЕСКО или в еще раньше было, Якутске. в В Якутске. Якутске мы Сначала в познакомились. Якутске было, Да, потом в Ешкарале да. продолжили знакомство. Ясно, помню. Мгм. Ага. Ну, Жаргал, скажите, пожалуйста, ваше отношение к Википедии. Я имею в виду, ну, я знаю, что вы в свое время участвовали, ну, в том числе и по моей просьбе, в становлении, в развитии бурятского раздела. И хотелось бы услышать ваше мнение вообще о Википедии, его значении для наших языков и вашей роли тогда в бурятской Википедии. Да, ну, Википедия, конечно, это очень полезный инструмент, и я сам часто пользуюсь. Я думаю, многие люди как раз пользуются Википедией для того, чтобы получить первичные сведения о чем-то, правильно? Э, Ну, я думаю, что наличие вот такого инструмента это очень важный, как бы, э, важное во всех отношениях явление, э, потому что мы можем как бы при помощи поисковика найти информацию по практически всем аспектам нашей цивилизации. Ну, например, конечно, на наших языках Википедии они не очень большие, поэтому приходится в основном пользоваться английской там, или русской Википедией, ну и в том числе и на других больших языках, да, крупных языках. Ну, в том числе и иногда бывает уникальная информация только на наших языках. Ну, вот, кстати, насчет бурятского я не могу пока точно сказать, но на монгольском я точно знаю, что можно найти то, чего нет на других языках. Вот. Ну, в общем-то, я могу сказать, что я довольно активно пользуюсь Википедией, ну, в разных целях. Вот. Часто просто бывает необходимо показать там что-то ребенку, ну и показать просто стратегию поиска чего-то, да, и тогда в этом смысле вот Википедия играет очень большую роль. И, конечно, наличие Википедии на родном языке это только огромный плюс для развития наших языков. Вот. Ну, что касается создания бурятской Википедии, да, действительно, вот я помню, что это очень большое воодушевление как бы было в тот момент, когда как бы было обсуждение в инкубаторе, да, вот. И когда наконец-то открыли эту Википедию, значит, я создавал первичную структуру. Я помню, что это было конец года, начало года, что-то такое. И я как раз там во время длинных выходных январских, я там сидел, что-то делал. Параллельно, по-моему, переводил там Translate Wiki на бурятский язык, чтобы интерфейс перевести. Вот. Ну и там где-то же там шла работа над переводом ВКонтакте, я помню. Вот такое Тогда тоже он как раз. какое-то такое время было очень активное, и хотелось что-то сделать. Вот. Ну, в общем, да. То есть бурятская Википедия была создана, но, конечно, на тот момент было далеко до того, чтобы вот эта вот начальная страница, она была, выглядела так же, как в нормальной, скажем, да, Википедии. Это уже сделали позже. Я не знаю, честно говоря, кто это делал. Вот. Ну, Так часто бывает. да, в том прелесть, да, как бы этой Википедии, что можно потом пользоваться чем-то, в чем есть твой вклад, но при этом как бы все-таки, конечно, мы учимся, да, надеяться, полагаться на других людей, доверять другим людям, да, это тоже такой важный момент. Ну, в общем, вот такой вот, как бы сказать, всегда бывает тоже. С другой стороны,
никогда не уверен, да, что информация там может быть верная там. Но в целом, конечно, мы Ну, это в том привыкли числе и, доверять, да? да, ну, с одной стороны, доверять людям, Мгм. и м, делать какую-то совместную работу, вклад, Да, 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 да. да. И с другой стороны, опять же, воспитание критического восприятия Да, да, другой информации, абсолютно да. верно, я согласен с этим, потому что я думаю, что работа над статьями позволяет человеку во многих отношениях вырасти, и это очень важно для подрастающего поколения тоже, когда дети сами работают. Ну, конечно, как бы часто бывает так, что как бы ну, людям не нравится, иногда приходится вот, ну, по-моему, вы делились опытом, что вы даете задание, да, кому-то, и люди работают по заданию, или преподаватель это делает, да? Да, да, да. Да, и вот тогда, когда из-под палки, да, 50 на 50, тогда там получается, что, ну, тем не менее, если вот это вот шаблон есть, то можно над этим работать. Вот. Ну, во всех наших разделах, я думаю, особенно вот в нашем, у нас нет активных, как бы, активного сообщества, которое занималось бы Википедией. Ага. Ну, не сложилось, как бы, да? И, по-моему, там были какие-то ребята из других регионов, которые просто заинтересованы вот в развитии разных Википедий, да? Ага. И заинтересованы в том, чтобы внести вклад. Я, пользуясь случаем, выражаем благодарность. Конечно, были там какие-то разногласия, может быть, да, и так далее. Но это все, я думаю, рабочие моменты. Конечно. Да, это все преодолеваемо. Самый главный результат мы имеем. Вот. И вот очень важно для вот наших Википедий это создание вот такого массовое создание страниц, генерация, да. Было время, когда я хотел все своими руками делать, Ага. но как бы с возрастом это проходит. Вот, теперь я думаю, что надо, чтобы побольше было таких ребят, которые это бы могли сделать. Вот. Я не знаю, что для этого нужно, кстати. Конечно, отсутствие общедоступных как бы энциклопедий, существующих, да, бумажных на наших языках, это большой минус. Вот, допустим, для русской Википедии, я думаю, там можно просто отсканировать какую-нибудь там большую советскую энциклопедию и туда массово как бы вот такие болванки закачать, да? Ну и без этого как бы русскоязычный сегмент интернета, он наполнен информацией. Вот. Это были какие-то коммерческие там энциклопедии, которые создавали еще в начале 2000-х годов, я думаю. Я не помню точно издателей, но вот вы помните, наверное, да, на CD там всякие энциклопедии издавались. Да. Кирилл Мефодий, Да, 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 по-моему, да, да. вот точно, точно. Ага. Британика там какая-то переводилась там. Вот. И все это, конечно, ну, как бы сыграло свою роль в развитии Википедии на русском языке. Вот. Поэтому, конечно, Википедия хорошо, но я думаю, нам тоже надо смотреть в эту сторону, чтобы у нас была энциклопедия на родном языке, в том числе детская энциклопедия. Это тоже очень важно. Ага. Да. Я просто вырос Это вот на интересная чтении мысль. детских Насчет энциклопедий. детской Да, энциклопедии. да, вот у меня было 2 тома советской детской энциклопедии, желтой такой. Да, 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 да. И я был известен тем, что я как бы в 5 лет научился читать и ходил с этими 2 томами. Мне говорили, В он моем станет детстве ученым. тоже была эта желтая Да, энциклопедия. да. Мне говорили, он станет ученым. Как бы, видимо, это в какой-то мере было справедливо. Вот. Еще была менее любимая такая коричневая книжка, тоже детская энциклопедия, более позднее издание по истории СССР. Вот. Но я через силу читал, потому что просто охота было читать, но я мало что понимал там, поэтому не очень интересно было, но такая как бы потребность читать была. Я помню, что я много оттуда запомнил просто. Вот. И вот эти энциклопедии, они очень важны. И они, конечно,
как бы добавляет в копилку престижа языка. То есть сам факт наличия этой энциклопедии в домашней библиотеке, он просто как бы выполняет свою роль. Мгм. Мгм. Вот. В большинстве случаев в наших вот условиях, да, в Якутии, в Бурятии такого нет. Как бы. Мгм. На монгольском языке в последние годы такой лавинообразный такой скачок произошел. М. И там количество детской литературы, разных энциклопедий там часто переводные, ну, переведены с русского языка, там росменовские какие-то издания и так далее. Ну, просто их очень много. Мгм. И, конечно, это сказывается на том, что как бы, дети лучше усваивают какие-то вещи. Мгм. Но, с другой стороны, надо, конечно, большое внимание уделять переводу. Вот опять же, монгольский вот, опыт показывает то, что при переводе энциклопедии часто вот как бы это отдается, ну это же как бы коммерческий продукт, да, отдается перевод дают студентам, чтобы меньше заплатить. Соответственно, за счет качества как бы это Мгм. происходит. И это обратный эффект оказывает на язык довольно фундаментальный. То есть Мгм. там происходит изменение вообще в мировосприятии. Это на примере каких изданий вы говорите? Монгольских или Да, бурятских? монгольские издания. На Мгм. бурятском нет еще Мгм. ничего такого. Мгм. Вот. То есть Интересное дословный наблюдение. перевод какой-то, особенно фильмов там и так далее, колоссальное влияние оказывает на Мгм. язык. Допустим, э, такие какие-то пословицы типа двух зайцев, за двумя зайцами погнаться и так далее. Монголы прямо в переводе на свой язык сейчас широко употребляют, потому что они там насмотрелись переводных фильмов. Ага. И вот как бы подмена вот этих вот идиоматических выражений разных как бы произошла уже, я думаю. Интересное Да, наблюдение даже монголов, да? да, да. Но Мгм. это независимое государство, и даже вот в таких условиях и довольно большое как бы сообщество говорящих, да, это 3 миллиона человек. Мгм. Так что уж о нас говорить, как говорится. Понятно, да. Если мы вернемся к вики-проектам, кроме Википедии, ну, вы знаете, что существуют еще и другие проекты. Э, Я вот, в частности, вам недавно показывал Вики-цитатник. А, Какое у вас как бы мнение о перспективах таких проектов по бурятскому языку? Вот есть бурятская Википедия, теперь, может быть, надо развивать бурятский вики-словарь, вики-цитатник, вики-новости бурятские, может быть, которые может создавать каждый. Да, это очень, конечно, нужно, но пока что в наших условиях, я думаю, ну, это довольно тяжело сделать. Мгм. Я тут вижу ряд причин. Мгм. Ну, не в последнюю очередь, видимо, одна такая важная причина связана с тем, что люди вынуждены выживать в нашем регионе. Вот, то есть просто времени на вот эти вот проекты не остается. То есть это вот пирамида Маслова пресловутая, да? Ну да. Мгм. Ну и, в общем-то, я сам как бы практически постоянно в таких условиях А, нахожусь. И вот, да, это очень сложно. То есть загрузка по работе очень большая. Ну, не нагрузка, а загрузка. ага. Вот. И То есть проблема, скорее всего, в ресурсах временных, человеческих, да? да, вот все заняты выживанием, Мгм. а как бы в этих условиях просто не остается времени на как бы духовную составляющую, А к что сожалению. нам нужно для этого делать? Либо ждать улучшения качества жизни, либо все-таки что-то нам можно и в Но этих условиях я делать. думаю, и для Бурятии, и для Якутии в прошлом, да, было характерно то, что мы были экономически независимыми от разных внешних факторов. То есть в данных современных условиях ну, большая часть населения, ну, даже больше половины, я думаю, это бюджетники.
и в вашей республике, и в нашей. Вот, то есть мы фактически посажены на вот эту вот, как бы корректно сказать, на эту иголку, да, как бы. Ну да, это вот расхожий публицистический Да, да, штамм, да, да, да. И игла, да. Ага. как бы там количество капель все время уменьшается. Ну, и как бы люди пытаются за эти капли бороться, ну и применяют разные методы, к сожалению. Ну, это как бы вот в таких условиях мы находимся, но если постепенно наша экономическая как бы самостоятельность возрастет, и также возрастет связь между городскими жителями коренными, да, и сельскими, то я думаю, можно будет возродить вот эту вот как бы систему поддержки некой интеллектуальной части, вот, которая будет иметь ответственность, да, перед своими э, ну, земляками. Вот. Это то, что было в начале 20 века. И это доказало свою большую эффективность. Но, к сожалению, это было уничтожено в 20-30-е годы. Вот. И если, я думаю, я не знаю, как бы, насколько это вообще реально, но я так смотрю, что у нас в Бурятии примерно к этому движется дело. Если никаких таких революционных, скажем, изменений не произойдет, все будет эволюционно, да, эволюционировать, то я думаю, что мы через какое-то время, но это не скоро, я думаю, мы сможем прийти к такой модели. Потому что ну, структура общества в советское время была искусственно изменена, и мы как бы до сих пор находимся на этой инерции. Да? И надо что-то делать, потому что так невозможно, не могут все там быть преподавателями вузов, да? Не могут все в налоговой работать, не могут все в министерствах сидеть. Должны быть люди, которые находят удовольствие и интерес, я не знаю, в традиционных видах хозяйства. И фактически интерес, я думаю, должен заключаться в том, что там возможность как бы нормальное обеспечение себя как бы на нормальном уровне, она должна быть несравненно более высокой, чем в других отраслях. Мгм. То есть для интеллектуальной элиты это большая доля ответственности за весь как бы все сообщество. Ну и при этом, конечно, может быть больше возможностей, но для остальной части населения это больше возможностей и просто ответственность за свою ячейку, как бы, да, основную. И одновременно, как бы, конечно, я не знаю, ну даже финансирование, может быть, каких-то общественных проектов. Как это было, вот, в частности, в Бурятии в начале 20 века. Ага. Жаргал, вы преподаватель, преподаете в университете и по своим общественным делам также много общаетесь с молодежью. Вот какое место должна занять молодежь, может быть, вот в таких языковых, скажем так, делах возрождения и сохранения языков наших? Должна ли она идти за более мудрыми старшими товарищами, или она должна какие-то свои пути искать? И вообще насчет традиционные наши народы, в принципе, как бы воспитаны в уважении к старшим. Вот, с вашей точки зрения, это мы можем как-то использовать для пользы народной? Да, безусловно. Я думаю, это как бы эти традиции, они очень хороши, и очень жаль, что мы от них отказываемся зачастую. Но я думаю, что это временное явление. И человек рано или поздно он осознает важность вот этого, как бы, этой модели. Я думаю, что как бы, ну,
молодой, да, человек, ему свойственно этот поиск чего-то нового, интерес к новому, да, отрицание старого в какой-то мере, да. Но в итоге он приходит к этому самому старому, который он отрицал, да. И чем сильнее он отрицал его, тем как бы сильнее он к нему и приходит в какой-то момент. Вот. Ну, я думаю, что и язык, и наши традиции, да, это все составляющие как бы, ну, что-то единое целое, да. И, конечно, мы можем быть современными, но в то же время говорить по-якутски, по-бурятски. Вот это как бы не отрицает одно, другое не отрицает, поэтому как бы, я думаю, надо все это использовать. И традиции наши как-то, ну, вот, даже просто в семье мы можем спокойно говорить, да, что спокойно воспитывать как бы носителей языка, да. Я думаю, что вот эта вот сильная утрата языка в наших семьях связана во многом с тем, что мы утрачиваем внутри семьи как бы вот эту вот культуру общения. Из-за того, что у нас вся жизнь, она такая, ну, неравномерная, что ли, да, мы вынуждены жить в разных как бы мирах языковых. И вот эти разные миры нас С детьми. раздувают. И с Родители с детьми, детьми. да, Мгм. ну и мы сами тоже. Ага. И нас все это рвет как бы на части. Мы не можем быть цельными. Это очень большая проблема. Вот сейчас на конференции говорят много о благополучии, да, well-being, да, как бы. Но на самом деле в наших регионах этого well-being уже давно нет. Как начали нас как бы, ну, физически в том числе, да, устранять и очень как бы сильное давление оказывать на наши языки и культуры через разные каналы. Вот. Так это и продолжается. Вот. Ну, мы сейчас услышали очень много интересных как бы идей, но я не знаю, насколько это приживется в российском контексте, потому что вот эти попытки внедрить вот этот вот как бы дискурс о том, что ну, попытки внедрить идею, что дискурс это важно, да, они, даже вот эти вот попытки пресекаются. И мы находимся все время в рамках вот этого какого-то дискурса, в котором ну, коренные народы это что-то отсталое, ну и вот, в общем, значит, получили культуру, должны быть благодарны и так далее, да? Ну, я не говорю, что это 100% как бы ложь там и так далее, да? Но есть как бы более сбалансированный, думаю, способ посмотреть на это. И более сбалансированный способ, который позволит нам обеспечить устойчивое развитие, как уже один докладчик говорил, да. Мне очень понравилась идея о том, что язык является важным индикатором устойчивого развития. Ага. Потому что если мы этот индикатор принимаем, конечно, его исключили из всех индикаторов ООН там, и Арктического вот этого совета, да, потому что по этому индикатору, получается, никак все вот эти конференции, я не знаю, там сама эта организация Объединенных Наций, все это не имеет смысла, получается. Эффективность низкая, да? Да, то есть тратятся громадные средства, в том числе средства, которые были получены за счет ресурсов коренных народов, да, вот, и все это просто как бы уходит куда-то в пустоту, и как бы просто, я не знаю, я много езжу, смотрю вот на людей, да, ну, в Европе, допустим, или в Японии, там где-нибудь. Люди живут прекрасно, но при этом они несчастливы. Они жалуются, что там, там как бы все не то, все не так. И не понимают, что они живут хорошо во многом за счет ресурсов, которые были добыты там на территориях, которые принадлежат как бы, коренным жителям этих территорий, да? Вот. А при этом не представляет, как живут вот эти коренные жители. Еще один момент вот мне не очень понравилось, как, допустим, ну я не знаю, коренных жителей используют просто как ну, песни и пляски, да,
такой момент тоже прослеживается. Вы там пляшите себе, а мы будем тут дела делать. Будем там, я не знаю, добывать э, что-нибудь там на Марсе, да, когда у вас тут закончим. Ну вот в таком плане. А вы там пляшите. Это, конечно, как бы в открытую не говорится, но все-таки это часть того, что подразумевается. Как бы. И, конечно, мы, будучи представителями вот этих коренных народов, мы это не можем не чувствовать. И здесь как бы надо искать пути конструктивного диалога, потому что, с одной стороны, конечно, вот эти представители коренных народов могут обидеться, уйти в глухую оборону и перестать как бы вообще как бы контактировать. Но это тоже не конструктивно, да, как бы. Надо какие-то вот конструктивные модели выбирать. Да, ну вот, в общем, Вот такие это- идеи И, посещают. и такой вопрос тогда. Ну, как лингвиста спрошу насчет влияния языков друг на друга, да? Насчет развития языков. А, Вот на современном этапе бурятский язык, а, как он должен меняться или он не должен меняться? Изменение языка – это неизбежная вещь. Как бы то, что мы называем развитием, да, это просто изменение языка из одного состояния в другое. Э, как бы и здесь развитием мы можем называть разные вещи, да? Для, допустим, какого-нибудь, как бы это лучше сказать-то, ну, если мы стоим на позициях пуризма, да, то, конечно, развитие языка – это замена всех заимствованных слов там, и так далее, да? Изобретение терминов, основанных на как бы материале самого Архаичной этого лексики, языка, да? да, Мгм, да. мгм. Это развитие будет, да, а как бы заполнение языка вот этими заимствованиями – это как бы регресс, да, как бы обратное, что-то обратное развитию, да. Но с другой стороны, я думаю, что если языковое сообщество движется вперед, и это позволяет осуществлять обмен идей, то это как бы что это, если не развитие, да? Вот. Ну, можно развитие мерить, допустим, количеством изданной литературы. Это, я думаю, более такой измеряемый как бы, фактор. Вот если на якутском языке издается 100 книг в год, и их читает там много людей, то это как бы несомненно развитие. И это развитие для якутского языка тоже. Ну, тогда вопрос такой, да, если, коли уж мы затронули речь литературы, должна ли быть среднего пошиба литература, плохая литература, вот какой-нибудь, не знаю, вот, чтиво на языке, или мы должны все-таки стремиться к вершинам, чтобы только Ну, мастера слова да, да, одна из проблем для издавали. наших языков, что мы стремимся к какому-то элитаризму, да, мы пытаемся создать что-то высокое. И при этом мы как бы закрываем глаза на то, что на русском языке есть все, да, как бы и высокое, и низкое, там, и пошлое, и прочее. И зачастую можно видеть, что, ну, как бы человек стоит и смотрит там какую-нибудь желтую прессу, там, ну, со всякого рода там картинками и прочее, да, увлеченно причем, и покупает еще, да. А при этом мы как бы ханжески считаем, что на родном языке этого не может быть. Не должно быть. Да, и не должно быть. Как бы якуты не такие, да, или буряты не такие. Ну, все может быть, и все может быть, и даже должно быть. Но другое дело, кто возьмется за это, да, то есть без риска как бы подвергнуться остракизму всяким и так далее, да, то есть в этом отношении, я думаю, в Монголии, допустим, это преодолено, но вот там и сообщество больше, как бы. То есть там никто не будет показывать пальцем, этот мужик издает там желтую газету, да, И позорит Монголию. да, 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 и при этом позорит там дух Чингисхана, там, никто так и не будет думать, как бы, да, там как бы все есть, и все это гармонично сосуществует, как бы, в
какой-то момент просто что-то случилось, я думаю, в То наших есть мы должны сообществах. создавать такие условия, чтобы появлялись такие широкого спектра литература, да, Да, если мы говорим о контент должен литературе. быть самый Мгм. разнообразный, не только литература, но Мгм. любой контент. Видео, аудио, ну, все, что возможно. Мгм. Мгм. И тогда это разнообразит опыт людей без необходимости обращаться к другому языку. Отлично. Ну и небольшие пожелания викимедистам Саха. Да, Там я можете сказать. всегда с большим удовольствием, даже с завистью иногда наблюдаю за развитием проектов, связанных с Википедией, наших якутских друзей, братьев. Вот. И я хочу пожелать, чтобы э, якутская Википедия догнала и перегнала э, английскую Википедию, Ах ты. да? Чтобы вошла, ну, такую э, первую сотню, может быть, 50-30 Википедий мира. Потому что действительно, как бы представленность вот в топе Википедии, это сразу делает язык очень заметным. Мгм. Но в этом отношении у якутского языка и у якутского сообщества википедистов есть как бы большой задел. И вообще, как бы, вы уже доказали, что вы можете на мировом уровне там всех удивлять вот, своими фильмами, разработчиками игр. Вот, поэтому я думаю, у вас все получится. А мы там будем смотреть и тоже вносить лепту в развитие коренных народов вот, нашей планеты. Ну, собственно, я думаю, что в этом отношении мы не должны уступать каким-то другим народам. Допустим, якутов и бурятов, как бы, ну, в количественном отношении мы даже больше, чем нас больше, чем исландцев, у которых свое государство, да? И, может быть, даже у нас нет многих проблем, которые у них есть. Вот. Или, допустим, инуиты в Гренландии, они тоже, у них очень много проблем, несмотря на то, что они живут в очень хороших условиях и так далее. Вот. Но мы за счет того, что у нас довольно много, мы можем многие вещи уже делать. Поэтому я думаю, что у нас перспективы есть. Не нужно сдаваться, нужно шевелиться, быть в форме, в тонусе. Так что Руй Айхал. Байерла.